Меня зовут Оксана, мне 23 года, и я мама семилетней дочери, а также гражданская активистка. С мая месяца я занималась сбором подписей за Светлану Тихановскую, участвовала в выборах независимым наблюдателем, волонтерила и занималась правозащитной деятельностью. Последние полгода я работаю внештатным корреспондентом, освещаю репрессии в своем маленьком городе, в городе Столине. Под репрессии я попала еще в августе месяце, меня задержали, и с тех пор у меня были суды, вызовы в милицию, вот, я там обжаловала всякие постановления судебные, и в феврале ко мне пришли с обыском. А, Я была свидетелем по уголовному делу, но это дело, как мне сказали, очень быстро может переквалифицироваться в обвинение для меня, так как я освещала все свои репрессии в СМИ, и когда ко мне пришли с обыском, мне сразу сказали, что если ты не заткнешься, ты будешь сидеть. Ну и, в принципе, все, да, обыск проходил у меня 5 часов. Все это время мне угрожали, на меня кричали, давили. Мне пришлось уехать в другую страну, и это даже не после того, обыска, а после звонка о том, что ко мне едет соцопека. Я очень сильно испугалась, что у меня заберут ребенка. И, в принципе, это чувство не покидало меня там последние 10 месяцев, так как, постоянно об этом говорили. Ну, то есть оказывали давление на меня как раз-таки через ребенка. Мне звонили со школы и говорили, что вот тебя осудили, значит, нам нужно идти к тебе с проверкой. Да, осудили меня по 23-34, как и всех, в принципе. И по поводу, было ли мне страшно, все это время нет, страшно мне не было за меня, но было страшно за то, что могут изъять ребенка. Я считаю, что, во-первых, женщинам важно говорить о женщинах, и я считаю, что в Беларуси сейчас как раз-таки лицо протестов женское, но это очень важно. Об этом должен узнать весь мир. Для меня то, что происходит в нашей стране, сопоставимо с насилием а, домашним, ну, как насилие в семье, да. И если об этом молчать, не говорить, не рассказывать, не делиться этим, то рано или поздно, как я считаю, происходит то, что и произошло, это насилие выходит на улицы.